В этом доме прожил всю свою жизнь 85-летний священник Жак Амель. Жители Сент-Этьен-дю-Роувре вспоминают его очень добрым и скромным человеком. Он был очень спокойный человек. Никто не подумал бы никогда, что так может с ним случиться. Он был последним человеком, которого можно было бы так убить. Здесь нет никакого сомнения, что это сделал ИГИЛ. Я здесь живу, а церковь чуть подальше, а священник жил напротив моего дома. Священника Жака Амеля в маленьком городке с населением 30 тысяч человек знали и уважали все. Убийство в церкви для тихого городка Нормандии стало шоком, говорят местные жители. Конечно, очень грустно. Никогда не думали, что такое может произойти, потому что город очень спокойный. Мы солидарны. Не очень хорошо, но знал священника. Хороший был человек, спокойный, добрый. Он жил там, возле магазина. Мэрия Сент-Этьен-дю-Роувре находится в километре от места трагедии. Между церковью и мэрией находится дом, где жил священник Жак Амель. 26 июля полиция оцепила улицу, где произошла трагедия в церкви. В Сент-Этьен-дю-Роувре 2 католические церкви и 1 мечеть. Всего в нескольких сот метрах от одной из них находится мечеть Яхья, ассоциация мусульман городка. Мечеть открывается 5 раз в день во время молитвы мусульман. После этого нападения будет очень плохое отношение к мусульманам, к арабам. Будут смотреть на то, как ты выглядишь, если ты мусульманин. Если ты араб, будет сложно найти работу. Внешность будет определять отношения. К сожалению, это будет влиять на настоящих мусульман. В мечеть Яхья на послеполуденную молитву Аср пришли около 100 мусульман. Молельная комната мечети не заполнилась даже наполовину. Исповедующие ислам жители Сент-Этьен-дю-Роувре заполняют мечеть в пятницу во время обеденной молитвы. Большинство мусульман после молитвы стараются избегать общения с прессой. Они насторожены. Это катастрофа. Мы, как все французы, грустим. Мы страдаем так же, как и все. Мы, мусульмане, первые жертвы. Тем временем в нескольких домах пригорода Руана полицейские провели спецоперации. После обысков в домах в Сент-Этьен-дю-Роувре задержано несколько человек. Я уже 15 лет живу в этом городе. Я очень шокирована. Так как городок очень тихий и спокойный, мы не ожидали, что такое может произойти. Все события, произошедшие во Франции, негативно повлияют на всех мусульман. В пригороде Руана, Сент-Этьен-дю-Роувре, представители 2 конфессий живут тесно. Жестокое нападение на церковь и убийство священника в маленьком городке уже напрягло жителей обеих сторон. Гюлясаль Камалова, Руан, Нормандия, Франция.